символом русского народа. Предшественницей русского инструмента является казахская домбра. Изображение домбры нашли на наскальных рисунках 4000-летней давности. В свою очередь русская домбра произошла от тюркской домбры. И балалайка, и домбра являются тюркскими словами. Традиционная обувь славян делалась из лыка, лапти. Обувь же из войлока – это традиция степных народов. В евразийских степях от Каспия до Алтая археологи находят иногда древние фрагменты обуви. Так что валенки появились в России сравнительно недавно, около 200 лет назад. Алтай казахский, но по сути это тоже алтайская горная страна. Более чем в какой-либо иной культуре. Выяснили, что эти штаны шили более 3000 лет назад. А это означает, что это самые древние сохранившиеся в мире штаны. Именно кочевники Центральной Азии изобрели штаны специально для верховой езды. Есть только древнетюркская цивилизация. Есть только один признак цивилизации. Тюрки подошли. Они создали собственную, оригинальную, нигде до того не существовавшую письменность. Две огромные четырехметровые стелы с трех сторон покрытые тюркскими руническими письменами на европейский язык. Он перевел их сначала и опубликовал по-немецки, для того, чтобы это могла прочесть вся потрясенная открытиями научная Европа. Шуба, она... Шуба — тюркское слово. К нашему удивлению большому, почему-то это тюркское слово. Конечно, слово чемодан, например. Чумадан. Даже чемоданы. Да, чемоданы тоже. Халаты тоже уютные. Девушки ходят в сарафанах. Сарафан даже? Сарафан, тюркское слово. Вообще слово это вместе с вещью пришло к нам поздно. Нам кажется, вот, народная русская одежда женская. Да ничего подобного. Во-вторых, мы ее приобрели только в веке 18, так примерно. А до этого русские женщины ходили в паневах. Это такая вид юбки самых разных конфигураций. Фактически кусок ткани, которыми обертывали нижнюю часть тела. Шапка приобретения, да, но тут еще и башлык, и шлык, тоже слова импортные. Вот слово клобук, оно тоже восточное, тюркское. Как сюртук, его сменил фрак, его сменил пиджак, в конце концов, костюм. Все иностранные слова. И Басманная улица, отсюда в Москве, да? Басманная улица. Начиная с улицы Ордынки, вот тут она рядышком. Да, мы с вами сидим на Большой Татарской для начала. Балчук и Арбат – это тюркизмы. Присвоенные русским языком. Киреевские – это тоже Киреев, это Кирей, это тюркский корень. Астрахань уж само собой, это понятно. Да, там все читается, да. Анство просто. Да. А вот другие города? А вот наш любимый Саратов. Это же фактически тюркское название Саратау. Сарытау. Это Желтая гора. Или Алтай наш. Это тюркское название Алатау. Пестрые горы. Или Царицын город, который сегодня Волгоград. Это не царский, значит, город? Нет, это не царский город. Вот село Царицыно в Москве, под Москвой бывшее, это царское село. А вот тот самый Царицын на Волге, он не царский. Он звучал в древности как Сарысу, то есть желтая вода. Желтая вода. Волга всегда несла большое количество ила, взвеси, она, в общем, не была прозрачной. Были, ясно. Да. И вот это Сарысу, русские, заселившие это место, осмыслили как Царицын. Карачарова. Это что? Тоже тюркская. Кара – это черная. Значит, это было, скорее всего, какое-то чернолесье. Тюркские заимствования, не колоссальное количество. От какого-нибудь кирпича до какого-нибудь утюга. Изюм — тюркское слово. Мы заимствовали и технологию, и название, или в данном случае просто некие словодные? Я думаю, что и технологию, и название, потому что как утюг и тю принесли к нам какие-то тюрки. Харьков происходит от казахского словосочетания «каркоп», что в переводе означает «много снега». 13 веком. И это наши предки всей слободской Украины, которые здесь проживали в 11-13 веке. Таким каганатом, существовавшим на территории Казахстана в 9-11 веках.